Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, альхамдулилля, салату вассаляму аля расулилля. Продолжаем уроки поминания Всевышнего Аллаха. И прошлую лекцию я поменялся с Рафис Хазратом, уступил место на минбаре Рафис Хазрату. Имам мечети Хуяшла, я думаю, его лекция понравилась и всем была полезна, иншаллах. И до этого у нас была тема, мы с вами уже на протяжении нескольких лекций разбираем значение, ценность, достоинство восхваления Всевышнего Аллаха. То есть хамдуллах, альхамдулилля, вся хвала единому Аллаху. И вот то, что со мной было тема урока была то, что Аллах кому-то дал возможность восхвалять Всевышнего Аллаха, это есть благо. Это есть благо. И мы с вами приводили высказывания ученых, что если Аллах дал кому-то из своих рабов какое-либо благо, и после получения этого блага дал возможность ему благодарить Аллаха за это, восхвалять Его, то вот то благо благодарности, это намного лучше, это намного ему полезнее в жизни, как в мирской, так и вечной, чем то благо, которое он получил. То есть Аллах дал тебе какой-то ризк, да, он тебе нужен, Аллах дал тебе какое-то имущество, Аллах дал тебе то, к чему, может быть, ты долго стремился, много трудился, много дуа делал, да? Да, это благо, оно очень ценное, оно очень для тебя нужное, оно улучшит твою жизнь, иншаллах, в этом нет никаких сомнений. Но мы должны понять, та хвала Аллаху и та благодарность, которую ты отправил Аллаху, то есть от Аллаха ты получил благо, ни'ма, а Аллаху взамен отправил благодарность. Вот эта благодарность, она даже лучше, чем то благо, которое ты получил. То есть, если сравнить на чаше весов благ, какой из двух благ лучше? То, что ты получил, или то, что ты отдал за это благо? То есть, благодарность – это тоже благо. Потому что кому-то Аллах в жизни дает очень много благ. Очень много благ. Альхамдулиллях, у него и со здоровьем все в порядке. Альхамдулиллях, у него и имущество, богатство, все есть. Альхамдулиллях, у него замечательная, красивая, хорошая жена, дома здоровые дети. Да? Он денно и ночно получает от Аллаха огромное количество. Тысячи благ, но он не умеет благодарить Аллаха. Он не может понять, что это дар Аллаха. Все, чем он владеет, все, что он получает, он думает, что это вот у меня там мозги хорошие, я лучше всех учился, у меня вуз самый престижный, или там я тружусь больше всех. Это все, мы знаем, это все внешние причины. Но Аллах тебе же дал такие мозги, а не кому-то другому. Аллах тебе дал такое трудолюбие. Вот с тобой вместе тоже тот же престижный вуз закончил, да? Он не хуже тебя учился, может быть. Но сегодня он уже второй год валяется на печке. У него там депрессия, кризис какой-то там. Он не может работать, он не хочет работать. Вот сколько человек в мечеть приходили, да, машаллах, такие мужи. Там посмотришь, у него столько знаний, такой у него опыт, да. Но я, говорит, год уже нигде не работаю. Не потому, что его никуда не принимают, да, да он не хочет просто. Вот Аллах лишил его этого, и все, он лежит на печке, да, там и у него отец пожилой, с пенсии ему отправляет, да. Ну, он мискин, он здоровый, такой
образованный, он мискин. Он ничего не хочет делать. Все, вот Аллах его лишил просто этого. Аллах не лишил его здоровья, там, разума, да? Просто вот Аллах забрал вот это рвение, да? Где-то он сломался и все, не может на ноги встать. Ну вот Аллах дал ему причину, чтобы он в мечеть пришел, чтобы он понял, что оказывается все, что ты имеешь, даже не теряя этого, ты можешь быть вот в таком положении. Поэтому есть огромное количество людей, которые не умеют благодарить Аллаха. Огромное количество людей, которые 20, 30, 40, 100 лет могут жить на этой земле, но даже раз в жизни не могут поблагодарить Аллаха. Это огромная беда. А есть люди, которые, может быть, получают, казалось бы, намного меньше. У него и богатств меньше, и у него и конь куда дешевле. И та одежда, которую он носит, может быть, она очень простая, да, но через каждое слово у него альхамдулилля, Аллаху ашкар, ой, так хорошо все, машаллах, Аллах такой милостивый. Просто иногда удивляешься. Я когда помню, до 2000-х, там, 97-е, наверное, года, когда работал в Сарманском районе еще, имамом мечети, и нужно было проводить детский лагерь. Это вот я на всю жизнь запомнил. Аллах же говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, богат не тот, кто владеет большим имуществом, а богат тот, кто душой богат. Это хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И нашел Сарманова, там, одного из самых обеспеченных, там, сколько у него там магазины, там, я знаю примерно, сколько стоила тогда у него машина стоила, да? То есть, примерно знаю, что у него есть возможность. Я иду к нему. Я говорю, Фалян Фалянович, там, такой-то сын такого, вот не себе я прошу, вот хочу детей собрать в мечети, хочу трехразовое питание сделать, чтобы они Коран учили, вот за вас будем дуа делать, иншаллах. Вот хотел у вас попросить помощи. Потом он мне начал рассказывать про свои проблемы, про то, сколько он должен Акбарсбанку кредитов, да? Про то, что сколько он должен кредитов Сбербанк отдать, еще куда-то там. Просто я вот начал уже в карманах искать что-нибудь ему оставить, там, хоть 50 рублей, да? Так жалко его стало, оказывается, вот такой бедный человек, прямо вот. Ладно, он, наверное, вернул, да, эти кредиты, погасил, наверное, 100% он же их еще взял. И вот он всю жизнь такой богатый нищий, да, вот он все время жалуется там, что банк его там, не надо было тогда брать, не надо было столько магазинов открывать. Я вот скольким нашим братьям в Казани говорил, так мне надо кредиты, мне надо бизнес вести. Я говорю, не надо бизнесом заниматься тогда, раз не умеешь халяльным бизнесом заниматься. А что делать, у меня там рабочий, у меня семья. Я говорю, вот открой ларек и жвачки продавай. Зарабатывай не там 1 миллион, как ты сегодня говоришь, или сколько-то там, да, харамного, а вот зарабатывай в 10 раз меньше. Обеспечивай свою семью как можешь, ты только за это будешь отвечать, а за остальное нет. А тут ты харамным бизнесом. Поэтому, через неделю у меня телефон, тогда еще сотовых не было, стационарный телефон звонит в мечети. Улам, говорит, какая-то бабушка звонит. Ты, говорит, в газете писал, что лагерь проводишь. Я говорю, да, Аби. Вот я, говорит, тебе картошку мешок приготовила, говорит, лучка собрала, говорит. Все, я еду к бабушке, у нее там старый дом, у нее там ничего нет. Я захожу к ней, она такая, машаллах, Аллаху Акбар, ты, говорит, милость Аллаха пришла ко мне в дом, говорит, вот я тебе, говорит, вот это детям дай. То есть самый богатый, как будто бабушка там в мире, на свете, она так думает. Мне, говорит, Аллах, знаешь, сколько картошки дал, говорит, возьми, говорит, да вот лук, говорит, еще. Я говорю, все, Аби, больше не надо. Таскать же надо. Он говорит, нет, тут еще морковь, говорит, мне Аллах еще даст, говорит. Понимаете, вот тот нищий, а эта бабушка такая богатая, машаллах. Вот поэтому, если Аллах дал тебе какое-либо благо и открыл твое сердце, дал тебе тауфик, да, и дал тебе возможность быть благодарным Аллаху, вот эта благодарность, она даже большее благо, чем то, что ты у него получил. И мы с вами и математически, и еще это доказали. Так ведь? То есть, как Аллах говорит, «Валя иншакартум», если вы будете благодарить меня, ля азиданнакум,
я вам буду добавлять, еще больше дам. То есть, получается, ты получил от Аллаха какое-либо благо, ты поблагодарил Аллаха всем сердцем, за эту благодарность Аллах тебе еще дал. Ты еще поблагодарил, еще дал. И вот так, получается, ты за счет благодарности получаешь еще столько благ, столько баракета. Сегодня давайте поговорим несколько буквально слов про то, что означает слово «хамд». Когда мы говорим «альхамдулилля», да, мы должны понимать, что мы говорим. И в чем разница между хвалой, восхвалением Всевышнего Аллаха и между благодарностью, то есть между благодарением Аллаха. Потому что вот я об этом как-то вспоминал, я не помню, это может быть 3, 4, 5 лекций назад, когда вот даже у татар спрашиваешь, ничек халляр, да, как дела? Кто-то говорит альхамдулилля, да, кто-то говорит Аллаху шукр. И вот очень часто задают вопрос, а что означает и что лучше говорить, альхамдулилля или Аллаху шукр? Так ведь? Вот как раз вот в чем разница между альхамдулилля и Аллаху шукр? Вот как раз об этом сегодня поговорим. Что означает слово альхамду? На языке, языковое значение. В арабском языке слово альхамду означает противоположность чего-то низкого, унижение, противоположность порока. То есть есть вот порок, что-то униженное, низкое, да? Вот противоположность этому, это как раз хам, что-то возвышенное. И как говорит Ибн Фарис в своем словаре арабских терминов, он говорит, что это слово состоит из 3 букв. Аль-ха, первое ха, второе мим, третье даль. И это одно слово, которое имеет один корень. Хамада. Так ведь? Хамада. И это слово указывает на то, что противоречит на противоположное чему-то низкому. То есть что-то оно низкое, порочное, а вот это что-то возвышенное, что-то великое, великое. И от этого слова, Ибн Фарис говорит, образовано слово Махмуд. Махмуд. Даже сыновей кто-то называет Махмудом. Махмуд Хамада, то есть это тот, кого восхваляют. Тот, кого восхваляют, это называется Махмуд. Ахмад, имя Ахмад, то есть это все имена нашего любимого еще пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так ведь? Ахмад, то есть также образовано от этого слова. Хам, хвала. И тот, кого постоянно хвалят, хвалимый, Мухаммад. То есть Мухаммад означает тот, кого постоянно хвалят. И Ибн Фарис говорит, когда в ком-то много свойств восхваляемых, то есть когда можно его хвалить и за это, его называют Мухаммад. Мухаммад. То есть именно поэтому имя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад. Потому что он имеет огромное количество качеств, свойств, за которые его восхваляют. Мухаммад. Вот это все однокоренные слова. Есть еще Хамид. Хамид, да? Хамид, например, Абу Хамид Аль-Газали был, да? Хамид – это тот, кто восхваляет. То есть, когда мы, например, восхваляем Аллаха, то мы Хамид. Так ведь? Есть еще Аль-Хамид, Аль-Хамиду. То есть, одно из имен Всевышнего Аллаха, то есть, восхваляемый. Тот, кого восхваляют. Поэтому это арабское слово, которое означает противоположность чему-то низкому, порочному. То есть это что-то возвышенное, великое. И поэтому Всевышний в Коране когда приводит слова Аиса алейхиссалям, он говорит: «Ва мубашширан би расуль». То есть я пришел к вам, я Аиса ибн Марьям, пришел к вам, чтобы обрадовать вас. Кем? Пророком, посланником
яти мин ба'ди, который придет после меня. Мы знаем, что каждый пророк, каждый посланник Аллаха, алейхимуссалям, да, когда они приходили к своим народам, все они говорили о нашем пророке. И, конечно же, Иса, алейхиссалям, которого христиане называют Иисусом, да, конечно же, он говорил про Мухаммада. И вот Аллах приводит его слова: «Я пришел к вам, чтобы обрадовать вас пришествием пророка, посланника, который придет после меня, исмуху Ахмад, которого будут звать Ахмад». То есть, вот здесь речь идет не только о его имени, да, Ахмад, здесь речь идет еще о его качествах. То есть, это придет такой пророк, такой посланник, который будет иметь в себе огромное количество прекрасных качеств, за которые нужно его хвалить. То есть его нрав, его дела будут абсолютно противоречить любому пороку и любому низкой вещи. То есть он будет призывать к чему-то возвышенному. Аллах, описывая своего пророка, нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: воистину ты обладаешь великим нравом. Все его качества были великими. Они были противоположностью чего-то порочного, низкого. И все, к чему он призывал, все, что он делал, это было хвалимое, это было великое. И поэтому Иса сказал исмуху Ахмад. Его имя Ахмад, то есть хвалимый. И также, когда Всевышний в Коране говорит «Мухаммадур Расулуллах», «Мухаммадун Расулуллах». То есть Мухаммад, да, мы это переводим так, Мухаммад является посланником Аллаха. Сура Аль-Фатх, Победа, 29 аят. И вот здесь мы видим это имя его, Мухаммад, но наряду с его именем мы еще видим его качество. Аллах, когда говорит Мухаммадун Расулуллах, то есть Мухаммад, да, его зовут Мухаммад, но еще Аллах указывает на его качество, на его восхваляемые качества. И вот поэтому, если посмотреть на это имя, что касается других людей, здесь это просто имя, да? Но когда имя Мухаммад касается нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, помимо его имени, это еще имя, которое указывает на его качество. Потому что любой Мухаммад, кроме нашего пророка Мухаммада, может иметь как прекрасные качества, достатки, великие качества, да, но в то же время может иметь и недостатки. Но что касается Мухаммада, нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ему свойственны только прекрасные качества, поэтому он Мухаммад не только именем, но и описанием Мухаммад. А остальные люди, они больше как бы Мухаммад именем, потому что у них могут быть и недостатки. И вот что такое аль-хамду? Хамд. Это есть восхваление, это есть восславление каким-то превосходством, каким-то достатком. И с этой стороны, если сравнить, что же все-таки лучше или что же все-таки более шире, да, вот здесь аль-хамду это шире, восхваление Всевышнего Аллаха немножко шире и обхватывает больше, чем шукр, чем просто благодарность. Почему? Потому что шукр, благодарность, когда от нас исходит благодарность? Когда мы что-то у Аллаха получаем. То есть мы получили какое-либо благо, и взамен, в оплату этого блага, мы поблагодарили его. Вот это и есть шукр. Так ведь? Шукр. Поэтому каждый хамдун, восхваление, мы восхваляем Аллаха не только за то, что Он нам дает, мы восхваляем Аллаха за то, что Он есть.
Мы восхваляем Аллаха за Его прекрасные имена. Мы восхваляем Аллаха за то, что Он милостивый. А? Конечно. Мы восхваляем Аллаха за то, что Он Аль-Кадир, над каждой вещью мощен. Мы восхваляем Аллаха за то, что Он создал небеса и земли. То есть мы видим Его силу, мы видим Его мощь. Мы восхваляем Аллаха за это. Когда мы видим мудрость Аллаха, мы восхваляем Его? А? Конечно, восхваляем. Поэтому не обязательно в восхвалении Всевышнего Аллаха, чтобы мы получили какое-либо благо. И что то благодеяние, оно коснулось нас. Вот здесь, поэтому ученые говорят, альхамду лилляхи, оно шире, оно больше, чем просто благодарность Аллаха. А благодарность Аллаха, когда ты что-то получил и взамен что-то дал, то есть благодарность. Поэтому каждый шукр, каждый хамд, восхваление, оно может и не быть шукром. Оно может и не быть шукром. То есть мы просто так можем восхвалять Аллаха. Мы можем восхвалять Аллаха за то, что Он Аль-Кахар, за то, что Он сокрушающий. Да? Мы можем восхвалять Аллаха, когда видим, читаем Его описание Его ада. Да? Здесь наоборот, как-то мы страшимся этого, да? И мы говорим «Альхамдулилля». Да? Велик Аллах. Да? Поэтому вот в этом разница аль-хамда и аш-шукра. Также ученые говорят, аль-хамду ятадамману мадха ва тhanaa аля аль-махмуд бидикри махасинихи саваан кан аль-ихсану иля аль-хамид ау лям якун. То есть аль-хамду, когда мы говорим аль-хамдулилля, когда мы восхваляем Аллаха, это восхваление включает в себя восславление Аллаха, восхваление Аллаха, вспоминая Его достоинства, Его великие качества, Его благодеяния, независимо от того, получил ли от Него восхваляющий какое-либо добро. То есть не обязательно, чтобы Аллах нам дал что-то. Поэтому мы можем восхвалять Аллаха, мы говорим «Альхамдулилля», независимо от того, получили ли мы сейчас, в данный момент, что-то от Него, какое-либо добро. Не обязательно. То есть мы можем. А шукр ля якуну илля аля ихсаниль машкур иля шакир. А что касается шукра, благодарности, то благодарность может быть только тогда, когда мы благодарим того, кто нам дал, дарующего, и это то, что Он дал, коснулось нас. То есть вот Аллах дал нам что-то, и мы поблагодарили Его. И вот с этой стороны ученые говорят, аль-хамду, оно шире, чем аш-шукр. Оно шире, оно более величие. И вот поэтому мы восхваляем Аллаха. Мы восхваляем Аллаха за Его прекрасные имена. Мы восхваляем Аллаха за Его великие качества, атрибуты. Мы восхваляем Аллаха за то, что Он является Создателем. Это же Его величие. Аллах Создатель небес и земли. Мы восхваляем Аллаха за это. Аллах Создатель как мирской жизни, так и вечной жизни. Мы восхваляем Аллаха за это. И поэтому Всевышний, начиная некоторые аяты, а некоторые суры со слов «Альхамдулилля», мы об этом с вами говорили, да? Он говорит, за что мы восхваляем Аллаха. Мы говорим, например, суратуль Ан'ам, «Альхамдулилляхи аллази», то есть хвала Аллаху, который «Халакас самавати валь ард», который создал небеса и землю. Небеса и землю. «Ваджа'аля адh-dhulumati ван-нур», и установил на этой земле темноту и свет. Создал темноту и свет. Суратуль Ан'ам, первый аят. Также сурату Саба, первый аят. Альхамдулиллахи аллази лаху ма фис самавати ва ма фил ард. То есть хвала Аллаху, которому принадлежит все, что на небесах и все, что на земле. Здесь речь не идет о том, что мы получили. Мы просто восхваляем Аллаха за то, что Он обладает абсолютно всем. Это же Его величие. Все, что существует, это Аллах создал.
И все, что существует как на небесах, так и на земле, так и за их пределами, это кому принадлежит? Аллаху. И здесь не обязательно речь идет о том, что мы получили конкретно. Нет, мы восхваляем Аллаха за Его величие, за то, что Он обладает всем. Ему принадлежит все, что на небесах и на земле. И Ему предстоит хвала фил ахира, в вечной жизни. Также, например, сура Фатир. Альхамдулиллахи фатирис самавати валь ард. Хвала Аллаху, Создателю небес и земли, джа'илил малаикати русулян, который сделал ангелов посланниками. Ангелы отправлялись на землю, да? Ули аджнихатин, которые обладали крыльями, маthнан ва thулатha ва руба. Кто-то обладал 2 крыльями, у кого-то из ангелов были 3 крыла, у кого-то 4. Язиду фил хальки ма яша. И Аллах добавляет в своих творениях то, что захочет. Поэтому вот здесь мы восхваляем Аллаха за то, что Он является Создателем небес, земли, за то, что Он создал великих ангелов, которые обладают крыльями, у кого сколько, да? Вот поэтому здесь также речь не идет о том, что мы получили и взамен поблагодарили. Нет, мы просто восхваляем Аллаха. Поэтому, когда мы говорим «Альхамдулиллахи Раббил Алямин» во время совершения намаза, во время чтения суры Фатиха, просто когда сидим и кто-то на щетках, кто-то на пальцах, да, по 33 раза повторяем «Альхамдулилля, Альхамдулилля», да, мы должны понимать, что это восхваление Аллаха, оно куда больше, куда шире, чем просто благодарность Аллаху. Поэтому мы восхваляем Аллаха и за Его блага, которые мы получаем, и за Его великие качества, великие атрибуты. Поэтому, еще раз повторяю, альхамду, восхваление Аллаха, мы не связываем с тем, что мы получаем от Аллаха. Да? Мы восхваляем Аллаха за Его величие, за Его великие качества и атрибуты. А шукр, благодарность, исходит от нас только тогда, когда мы что-то получаем. Поэтому здесь шукр немножко обособленнее. Да, вот что-то мы получили, и за это Аллаха поблагодарили. И шукр ученые делят на 3 направления. Первый шукр, это, конечно же, все исходит от этого. Это шукрун биль кальби, а шукру биль кальб. То есть это благодарность Аллаха сердцем. Пока твое сердце не увидит, пока твое сердце не поймет, что это все от Аллаха, об этом мы еще будем говорить, иншаллах, потому что про шукр у нас будет ряд лекций, да, несколько лекций. Вот. Пока сердцем человек не поймет, воспроизводить это на языке, это пустые слова. Это пустые слова. Поэтому в первую очередь мы должны разумом увидеть, понять сердцем, что все это от Аллаха. Мин гайри хаулин минни валя куа. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям учил нас благодарить Аллаха, восхвалять Его после принятия еды. Да? Как, вспомните, альхамдулиллахи ллади ат'амани хада та'ам. Хвала Аллаху, который одарил меня этой едой, накормил меня. Варазаканихи, и накормил меня этим мин гайри хаулин минни валя куа. Тогда как я сам не мог это ни приобрести, ни заработать, ни найти. Поэтому ты должен понять, что сначала твоя благодарность должна быть исходить от твоего сердца. Поэтому очень часто, когда нас в гости хазратов, есть у татар, у многих народов хороший бидгат такой, хазратов в гости звать, да? Вот я очень часто, когда им просто они просят, чтобы дуга делать, да, я вот всегда начинаю, это сунна, начинаю с благодарности, да, о Аллах, дай нам возможность благодарить Тебя, да, и дай нам тауфик всегда видеть сердцем, что это все от Тебя. То есть я вот всегда это напоминаю людям, потому что вот это у нас есть, это я такой.
Почему у меня такой дом? Да вот я так, как Карун в свое время говорил, да, когда ему насихат делали, не проявляй надменность, не надо высокомерничать. Поблагодари Аллаха, это же Аллах тебе все дал, да? А он там, любуясь своими богатствами, да, золотом, там, драгоценностями, он говорил, это все было дано мне за мое знание, потому что у меня там мозги были, я вот был умнее всех, лучше всех, да? Потом Аллах наказал его. Поэтому вот всегда нужно напоминать людям, что это от Аллаха, что это Аллах дал нам, и что мы не смогли бы найти. Вот детей же мы учим, ати рахмет, ани рахмет, говорит, да, аби рахмет, бабай рахмет, да, чтобы они после еды поблагодарили родителей, там, бабушку, дедушку, да, но и бабушки, и дедушки, и отец, и мать, они ничего не смогли бы сделать, если бы Аллах им этого не дал. Поэтому сначала мы должны учить благодарить, быть благодарными Аллаху. Поэтому это очень важно, это сердце. Второе это язык. То есть, как говорят, язык черпало души. Та благодарность, которая имеется у тебя в сердце, альхамдулилля, она воспроизводится. То есть, это системник, сердце, а язык это монитор. На самом деле, все там. Я когда первый раз компьютер придумали, я когда увидел вот эту лупу, вот этот экран, да, телевизор, мы его называли, да, мы даже не знаем, что это монитор, да, там называется. Я подумал, что это все там, вот в этом экране. Потом учитель информатики, вот какие годы, не помню, да, он нам показывает, вот, говорит, мозги там они, говорят. И там такая какая-то там коробка стояла, там где-то, да, а на самом деле, оказывается, потом только поняли, что все операции, все там, а это просто воспроизводит, показывает нам только то, что там есть. Все очень важно там, так ведь спрятано. И вот то же самое, все в сердце. А остальное язык просто воспроизводит. Поэтому то, что у нас в сердце, мы воспроизводим языком. И третье, ученые говорят, бильят, то есть руками, то есть телом. Делом, действиями. Вот сейчас об этом, иншаллах, еще поговорим. Всевышний в суре Саба, да, переводится, 13 аят. Всевышний говорит, «И'малу аля Дауда шукра». Аллах говорит, «И'малу», работайте, трудитесь, о семейство Дауда, о семья Дауда, шукран, в знак благодарности. То есть, трудитесь, о семейство Дауда, в знак благодарности за то, что Аллах вам дал. То есть, Аллах говорит, трудитесь, в знак благодарности. То есть вот здесь этот аят указывает на третью часть, на очень важную часть шукра. Когда ты благодаришь Аллаха, чем? Действиями. Гамаль блян. Не просто ты сидишь и говоришь, альхамдулилля, все хорошо. Нет. То, что Аллах тебе дал, ты используешь во благо. Ты используешь на пути Аллаха. То есть это есть шукр своими действиями. Поэтому вот здесь мы еще раз задаем вопрос. Что же более шире? Альхамду, восхваление Аллаха, или ашшукру? Вот здесь еще раз задаем вопрос. Почему? Что касается альхамда, восхваления Аллаха, то здесь мы видим два направления. Это сердце, то есть ты видишь величие Аллаха, мудрость Аллаха, силу, мощь Аллаха своим сердцем, и ты говоришь альхамдулилля. Ты восхваляешь его языком. То есть получается не действием. А что касается шукра, то здесь направлений больше. Тут два, сердце и язык, а здесь ученые говорят, сердце, язык и еще действие. Еще действие. То есть ты благодаришь Всевышнего Аллаха своими делами. То есть Аллах тебе дал имущество, богатство. Ты признал это сердцем, ты благодаришь это своим языком. Машаллах, брат, такая машина у тебя красивая. Альхамдулилля, брат, мне это Аллах дал. Знаешь, вот Аллах мне дал такую возможность. Машаллах, у тебя там работа идет, оказывается. Знаете, машаллах, это мне Аллах дал. Фа'амма бинихмати раббика фахаддис. Аллах говорит, когда перечислил те блага, те дары, которые Аллах Тааля дал пророку саллаллаху. Он сказал в завершении аята духа, да, «Фа'амма бинихмати раббика фахаддис». Рассказывай
Рассказывай людям про те блага, которые Аллах дал тебе, то есть дал тебе твой Господь. Поэтому мы говорим «Альхамдулилля», мы говорим «Это Аллах мне дал, Аллах мне дал». И то, что Аллах мне дал, мы используем на пути Аллаха. Мне не жалко ту машину использовать на пути Аллаха, которую Аллах мне дал. Мне не жалко те имущества, которые Аллах мне дал, использовать на пути Аллаха. Мне не жалко то знание, которое Аллах мне дал во благо мусульман, людей. Это же Аллах мне дал. Поэтому я делюсь этим знанием. Вот это и есть ашукру бильят. То есть через действие мы благодарим Аллаха. Поэтому здесь, что касается хамда, тут 2, а что касается шукра, уже 3. Вот здесь получается направлений у благодарности 3, то есть больше, чем у восхваления, но причин восхвалять Аллаха больше, чем причин благодарить Его. Потому что мы говорили, шукр, мы ждем что-то, получаем и благодарим Аллаха. А здесь мы не ждем. Мы благодарим Аллаха за то, что Он Создатель. Мы благодарим Аллаха за то, что Он милостивый. Мы благодарим Аллаха за то, что Он всесильный. Мы благодарим Аллаха за то, что Он создал небеса, земли. Мы благодарим Аллаха, восхваляем Аллаха за то, что Он управляет небесами и землями. Здесь причин восхвалять Аллаха больше. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Альхамдулиллахи расу шукр». Слово «альхамдулилля», восхваление Всевышнего Аллаха, есть голова благодарности. Вот она, вот прямо здесь головой, главным шукром является «альхамдулилля». «Фаман лам яхмадиллаха лам яшкурху». И тот, кто не может восхвалять Аллаха, он не сможет благодарить Его. То есть, пока человек не научится видеть величие Аллаха, видеть Его прекрасные атрибуты, Его деяния, Его силу, Его мудрость, Его мощь, он не сможет должным образом благодарить Его. Потому что, чтобы увидеть, сердцем понять, что то, что ты получил, это от Аллаха, и ты сам не можешь этого, если бы Аллах тебе не дал. Для этого нужно узнать, увидеть, что Аллах всесильный, что Аллах всемогущий, что Аллах великий. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, во главе благодарности стоит восхваление, альхамду. Поэтому, не восхваляя Всевышнего Аллаха, невозможно Его благодарить. Также в достоверном хадисе, этот хадис мы уже с вами приводили, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха ла ярда анил абди». Воистину Аллах, несомненно, доволен своим рабом, который я'кулюль акля, который принимает пищу, фаяхмидуху алейхи, и восхваляет Аллаха за это. Ваяшрибу шурба, и пьет, глотает то, что Аллах Тааля дал, он пьет то, что Аллах дал, и восхваляет Аллаха за это. Восхваляет Аллаха за это. Поэтому вот это есть восхваление, это есть благодарность Всевышнего Аллаха. И вот давайте подытожим. Тут как бы для кого-то, может быть, что-то немножко и запутанное было, да? Но на самом деле вот эти уроки зикра, да, вот Аллаху Акбар, еще вот у нас несколько уроков про Аллаху Акбар будет, возвеличивание Аллаха, да? Здесь уже идут такие тонкие нюансы. Вот в чем все-таки разница, да? Что означает что? Потому что арабский язык, он очень богатый. И те слова, которые говорил, даже поминая Всевышнего Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, иногда мы переводим одним словом, да? Но на самом деле мы понимаем из трудов ученых, из хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что каждое слово, оно на своем месте и имеет свое значение. И вот поэтому, подытоживая, да, вот от всего этого мы понимаем, что иногда шукр и альхамду, они могут быть вместе. Вот мы получили что-то от Аллаха и говорим альхамдулилля, да? То есть вот здесь слово альхамдулилля
включает в себя что? То есть мы получили что-то и взамен сказали «Альхамдулилля». Вот здесь «Альхамду» включает в себя как восхваление, так и шукр. То есть так и благодарность. Иногда восхваление может прийти один. То есть, когда, например, мы, изучая имена, атрибуты величия Аллаха, мы говорим «Альхамдулилля». Вот мы просто на вагазе сидим, и какой-то имам привел нам какой-то хадис, какой-то аят, который указывает на величие Аллаха, и мы говорим «Альхамдулилля». То есть мы ничего не получили, как бы таких благ, да, что можно пощупать, потрогать, да, но мы узнали про его величие. И когда мы говорим «Альхамдулилля», здесь слово «Альхамдулилля» включает в себя что? Только восхваление. Потому что мы никакого блага пока не получили. А когда мы получаем от Аллаха какое-либо благо и используем это благо в каком-либо благом деле, Аллах тебе дал денег, ты расходуешь на пути Аллаха. Аллах дал тебе машину, ты эту машину используешь на пути Аллаха. Аллах дал тебе какой-то опыт, какое-то знание в чем-то, ты приносишь пользу, используя это знание. Вот здесь уже шукр приходит один. Там, в первом случае, ты получил какое-либо благо, сказал «Альхамдулилля», здесь восхваление и шукр. Второй случай, когда ты узнал, услышал про величие Аллаха, какое-либо его имя, атрибут, ты сказал «Альхамдулилля», здесь идет хамд один. А вот в третьем случае, когда ты используешь то, что тебе дал Аллах, в третьем случае здесь уже это не называется восхвалением Аллаха, это называется просто благодарностью. И вот хамдуллах, восхваление Всевышнего Аллаха. Перед словом хамд, который состоит из 3 букв, хамада, да, на языке, ставится аль. Вот это обособленное аль, что означает? Означает, что не просто хвала, а вся хвала принадлежит кому? Аллаху. Аль-хамдулилля. Поэтому, когда мы стоим на намазе, или просто когда мы говорим аль-хамдулилля, мы должны понимать форму этого слова. Да? Слово начинается аль, с приставки аль, которое означает, что вот эта хвала, которую мы сейчас скажем, да, после слова аль-хамду, то есть вся хвала лилляхи принадлежит кому? Только Аллаху. Поэтому, когда мы говорим аль-хамдулилля, мы не говорим хвала Аллаху, а мы говорим вся хвала единому Аллаху. Потому что только Аллах единый, Он достоин, Он обладает самыми великими качествами, атрибутами, которым присуще только совершенство, и только Аллах дает нам все блага и все дары. Поэтому, когда мы говорим «Альхамдулилля», мы должны понимать эту форму, да? Приставка, что означает, что вся хвала принадлежит единому Аллаху. Альхамдулилляхи Раббил Алямин. Тема следующей лекции, иншаллах, у нас про шукр. 1 лекция, 2. Вот 2 лекции, оказывается, про шукр. Фадлу шукр, достоинство благодарности, достоинство благодарения Всевышнего Аллаха. И вот еще, даже когда ученые, объясняя хадис, «Ман ла яшкуру нас, ла яшкуруллах». Есть хадис в нескольких формах приходит, да? Кто не благодарит Аллаха, кто не благодарит людей, кто не благодарен по отношению к людям, тот не благодарен по отношению к Аллаху. То есть мусульманин должен быть благодарным не только к Аллаху, он должен быть еще благодарным к своим родителям. Они шкурли вали валидайка, будь благодарным, благодари меня и своих родителей, да, потом ко мне вернешься. Муж должен быть благодарным по отношению к жене, жена к мужу. И вот ученые объясняют этот хадис, почему человек, который не может
быть благодарным по отношению к людям, он не может быть благодарным и по отношению к Аллаху. Да? Вот ученые говорят, что каждое благо, ни'ма, удел, который Аллах предписал в предопределении человека, да, он имеет свой путь. И на этом пути есть создание Аллаха, которые приносят ему это. Приносят ему это. Вот его постигла болезнь, да, он пошел к врачу. Врач сделал свое дело, Аллах дал ему шифа. То есть шифа нашла своего хозяина. Он же не может сказать: альхамдулилля, врач, иди отсюда. Да? У нас так говорят, а ты же должен. Когда врач не справляется со своим, да, он может там и жалобу написать, да, он не скажет, что это Аллах предопределил. Да? Он говорит: да вот он не сделал. А когда он все сделал хорошо, он не хочет благодарить. Это, говорит, Аллах мне дал. Поэтому так. Нет, вот ученые говорят, Аллах, когда предопределяет человеку какой-либо удел, богатство, здоровье, детей, вот попробуй роди сына, да, себе, мужик, но не получится. Для этого жена нужна. Если Аллах предопределил тебе сыновей, то этих сыновей кто-то к тебе принесет. Кто? Это твоя жена. Поэтому, когда человек через кого-то получает дар Аллаха, и когда он благодарит его, то через вот этого человека, который принес ему то, что Аллах дал, да, он благодарит Аллаха. Вот ученый такой шарф дает. Поэтому все от Аллаха. Но даже те блага, которые где-то кто-то нашел и тебе принес, они тоже достойны, чтобы мы его благодарили. Ну, давайте, достоинство благодарности, это тема следующего лекции. Субханакаллахумма бихамдик, шаду ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.